Когда от твоего открытия зависит жизнь людей. Когда твой взгляд определяет будущее целого поколения, а стремление к познанию неизведанного становится смыслом жизни. Эти люди посвятили себя науке и навсегда изменили представление на, казалось бы, привычные вещи. Они не просто определили свое время, они создали эпоху, заложили фундамент развития на десятилетия вперед. Они открытые, преданные своему делу и по-настоящему влюбленные в Родину. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Здесь хранятся уникальные источники по социально-политической истории региона. Изучая эти документы, можно не просто понять определенные этапы становления и развития Чувашии, узнать, почему были приняты те или иные решения, но буквально прикоснуться к истории, стать ее частью. И целый век развития республики станет по-настоящему близким и понятным. Абрамов Василий Семенович, доктор химических наук, профессор. Открыл реакцию, названную в его честь, внес огромный вклад в развитие науки. Василий Абрамов – один из самых известных и выдающихся ученых Чувашии. Уроженцу села Мишуково Алатырского уезда, сейчас это Порецкий район, в начале своего пути в какой-то мере повезло. Он попал в так называемую Казанскую школу, родину органической химии Российской империи, а позже и Советского Союза. Его учителя, среди них и знаменитый академик Арбузов, увлекались химией фосфороорганических соединений, которая имеет колоссальное значение в жизни человека. И Василию Семеновичу удалось открыть принципиально новую реакцию в химии фосфороорганических соединений. За сложным научным названием открытия Абрамова стоит очень важное и нужное практическое применение. Переводя на наш бытовой язык, мы все знаем такой препарат, как хлорофос, который в свое время был самым замечательным инсектицидом. Я хочу сказать, что химпром имени Ленинского комсомола вот на тот момент пользовался этой реакцией и получал огромное количество хлорофоса. И причем он настолько был важен, что когда прекратили его получать, даже та пыль с аппаратов, которые остались, ее брали на расхват. Потому что лучше ничего нет. В сельском хозяйстве был абсолютным чемпионом, конечно. Совершенно замечательный препарат. Десятилетия препарат, полученный с помощью реакции Абрамова, спасал огромное количество урожая и людей от голода. В послевоенные годы это было бесценно. Да и открыть именную реакцию дорогого стоит. Особенно в то время. Как Василий Семенович смог добиться этой реакции без современных приборов и оборудования, если даже колбы в лаборатории делали сами? Химики и сегодня удивляются. Такой преданности своему делу можно только позавидовать. То есть это было серьезнейшее открытие, и, может быть, ему надо было поставить за это открытие там, памятник из какого-то металла. Я бы предложил из золота. Настолько высока экономическая эффективность того, что он сделал, это же я называю только один препарат, а их же много. До сих пор многие используют соединения, которые получаются в реакции Абрамова, для того, чтобы выдать гораздо более сложное соединение. Сам Василий Семенович синтезировал более 100 различных эфиров и других соединений. Многие из них до сих пор секретные, так как его разработки были военного характера. Автор более сотни различных работ по органической химии. Его достижения, исследования и сегодня считаются авторитетными и активно применяются. Он чрезвычайно порядочный и очень красивый человек. Посмотрите на его фотографию. По воспоминаниям его учеников, вы знаете, душа человека. Он никогда не позволял себе даже какого-то обидного слова в адрес своих учеников. Он их поддерживал до конца. Петрухин Антон Иванович, доктор философских наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики, заслуженный работник Высшей школы Чувашской АССР, ветеран Великой Отечественной войны. Антон Иванович свой путь в науке начал в знаменитой Хадарской школе, основанной Ильей Николаевичем Ульяновым. Там он прошел обучение, а позже преподавал в ней математику и даже несколько лет был директором этой школы. С началом Великой Отечественной войны
добровольцем ушел на фронт. В составе 214-й стрелковой дивизии прошел боевой путь от Сталинграда до исторической встречи с союзниками на реке Эльбе. Знания, полученные им на физико-математическом факультете Казанского государственного педагогического института, который Антон Петрухин успешно окончил до начала войны, помогли ему отличиться. В ходе боев на подступах к Сталинграду широко развернулось снайперское движение. В частях Красной армии катастрофически не хватало перископов. Умелец-самородок по натуре, он использовал подручные материалы, в том числе осколки зеркал, организовал изготовление перископов и снабдил ими всех снайперов. Так написал об Антоне Ивановиче в своих мемуарах герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант Николай Бирюков. Позже Антон Иванович сменил свое увлечение с точных наук на гуманитарные и стал первым, кто серьезно занялся исследованиями основных черт мировоззрения народных масс в разные исторические эпохи, получившие всестороннее отражение в фольклоре. По-моему, он пришел к такому выводу, что без изучения народного творчества, без выявления закономерностей, которые проявляются в народном фольклоре, в творчестве, невозможно исследовать и глубокие философские понятия, закономерности. Особенно такие философские понятия проявляются больше всего в пословицах, поговорках. Без дыма не бывает огня. Вот тут категория причины и следствия. Человек пройдет, образуется след. Толпа пройдет, образуется дорога. Тут закономерности количества и качества. Антон Петрухин стал одним из первых в республике, кто смог защитить докторскую диссертацию по философии. Позже он подготовил несколько десятков как докторов, так и кандидатов наук. Им опубликовано более 50 различных статей, и, конечно, они все касались философских тем. На его взгляды, возможно, повлияло личное знакомство со знаменитым востоковедом-тюркологом Николаем Ивановичем Ашмариным. Это любой исследователь без словаря Ашмарина не может добиться положительных результатов. Потому что, мне кажется, все богатство чувашского народа, чувашского фольклора отражены в этих словарях. Петрухина Валентина Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ветеран Великой Отечественной войны. Валентина Михайловна – супруга Антона Ивановича Петрухина, так же, как и он, пережила все тяготы военных лет. Служила начальником учебной радиостанции спецрадиошколы номер 3 НКО СССР, позже оператором радиоузла Белорусского штаба партизанского движения. Еще во время войны исполняла обязанности директора Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». После войны вернулась на родину в Казань, где долго работала на кафедре неорганической химии Казанского ветеринарного института, а в конце 60-х годов переехала в Чебоксары, где работала заведующей кафедрой химии Чувашского сельскохозяйственного института. По отзывам студентов рассказывали, что действительно она высокий специалист по своему предмету. Валентина Михайловна была не только отличным педагогом. Она активно занималась общественной деятельностью, работала с населением, была членом участковой избирательной комиссии. Но и, конечно, хватало времени на семью. А мне кажется, у них было все дружно, потому что Валентина Михайловна занималась естественными науками, Антон Иванович больше всего гуманитарными науками. И они, кажется, не спорили по своим проблемам и занимались дружно. Он философией, она химией. Ну, как человек, она, помню, очень добрая, как приходит в гости, принимает вежливо, добродушно, за стол, угощение. А вот, мне кажется, она занималась выпечкой. Очень вкусные были у ней. Петрухина Вера Антоновна, инженер кафедры физической химии и высокомолекулярных соединений химического факультета Чувашского государственного университета. Вера Антоновна – дочь Антона и Валентины Петрухиных. В научной карьере пошла по стопам матери и стала химиком. В Чувашском государственном университете работает с момента открытия кафедры физической химии и высокомолекулярных соединений. Вера Антоновна посвятила свою жизнь созданию совершенно новых полимеров – то, без чего нельзя представить современный мир.
Вот у нас же есть завод резинотехнических изделий, да? Они всю жизнь работают с ним, делают разнообразные рецептуры, разнообразные составы. В резине вообще очень много всего намешано. Там каучук – это 40%, а все остальное – там антистарители, вещества, которые принимают ультрафиолетовую атаку на себя. Вы знаете, ультрафиолет очень опасен. В резине, в высокомолекулярных соединениях, он способствует тому, что возникают радикалы. Радикалы – это абсолютно бешеные частицы с колоссальной энергией. Я их всегда сравниваю с безумным быком, который сорвался вот с этого кольца и бежит между палаток, в которых живут туристы, разрушая все на своем пути, оставляя прямо вот ужасы разрушения. И вот для того, чтобы с ними бороться, на кафедре физической химии ВМС придумали самые разнообразные соединения, которые принимают эту атаку на себя, жертвуют собой, чтобы спасти изделие. В тех внедрениях, которые делает кафедра, почти везде есть вклад Веры Антоновны. Сегодня на кафедре совместно с заводом РТИ создали уникальное изделие, которое позволяет бурить морские нефтяные скважины на глубине 3000 метров, предотвращая разлив. И Вера Антоновна в этом принимала самое активное участие. При этом ее отмечают и как выдающегося педагога. Вера Антоновна, она со студентами на одной ноте. Вот. Она с ними тусуется, она с ними разговаривает, она все время со студентами в студенческой среде. Ее очень любят. Попов Василий Федорович. Технолог, изобретатель, кандидат технических наук, доцент. Литейщик от Бога, Василий Федорович прошел отличную и очень интересную школу. Получив высшее образование, он окончил аспирантуру Института металлургии и материаловедения Академии наук СССР, в то время центральный профильный вуз страны. А его научным руководителем был Евгений Михайлович Савицкий, величина мирового масштаба. После Василий Попов работал в различных институтах и предприятиях Урала. Знания и связи, наработанные за эти годы, очень пригодились ему, когда он стал работать на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Когда он начал работать, он развернул очень широкую деятельность. Под его руководством многие люди работали, потому что у него была такая тема, что именно самая главная его задача была унификация марок стали. Вот, например, в трубных сталях, я не могу точно сказать, но, может быть, не 1 десяток используется в тракторе, но, может быть, 20 трубных сталей, основных трубных сталей. И Василий Федорович постановил, решил, что, возможно, из этих 20 марок стали как-то унифицировать, выбрать несколько марок стали. Вот эта идея, на мой взгляд, хорошая. Но эту идею, я вам скажу, что она под силу научно-исследовательским институтом, понимаете? Чтобы охватить все марки стали и группы, нужно, конечно, иметь такую светлую голову, понимаете? У Василия Федоровича Попова была такая, понимаете? Он мог завести коллектив. Новый завод, новые трактора. Стояла важная задача – повысить эксплуатационные свойства, но при этом снизить вес и себестоимость продукции. По инициативе Василия Попова на заводе была создана исследовательская лаборатория новых конструкционных сталей. В первые годы работы завод только строился. Не было научной и экспериментальной базы. Отсутствовало специальное оборудование. Но благодаря его связям и авторитету исследования проводились. Образцы отправляли в Челябинск, Волгоград, Екатеринбург. Позже он получил авторское свидетельство на свое собственное изобретение «Сталь». У него и интересы были какие. Он работал, когда учился в аспирантуре, и в последующие годы он работал со сталями, которые легируются редкоземельными металлами, так называемое микролегирование. Это хорошее направление, понимаете, потому что небольшие добавки в стали изменяют очень кардинально свойства. Он этим занимался. При этом Василий Попов, имея за плечами уникальные практические знания, успевал заниматься и научной деятельностью. Вместе со своим учителем Евгением Савицким он опубликовал много статей. Научную статью обычно судят по первому автору. Кто первый автор, понимаете? Если первый автор был бы Савицкий, Евгений Михайлович, то это уже все понятно, потому что его все знали. Но если первым стоит Попов, Василий Федорович, то Попова, конечно, не так знали в научном мире в то время, как Евгения Михайловича Савицкого. Но Попов в основном в своих статьях, он стоял первым. Это многое стоит. Значит, это говорит, что
Попов Василий Федорович был таким авторитетом. Андронников Владислав Александрович, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашской АССР, участник Великой Отечественной войны. Владислав Александрович – родоначальник в республике направления, занимающегося особо опасными инфекциями. По его инициативе в Чувашии на базе санитарно-эпидемиологической станции была организована лаборатория диагностики и специальных виварий. В те годы в республике широко были распространены такие страшные заболевания, как сибирская язва, лептоспироз, ящур и другие инфекции, передающиеся человеку от животных. В 60-е годы сельское хозяйство активно развивалось, и очень важно было сберечь как людей, так и животных. Особенно ценно для такой аграрной республики, как Чувашия. По этой проблеме, которой занимался Владислав Александрович, эта работа, скажем так плотно, целенаправленно, она не проводилась в республике. Но это просто веяние времени получается, что наступило время, осознали задачу, проблему. Конечно, он был строгим, требовательным очень. Он прошел войну, знал, что такое порядок, дисциплина. Он был очень грамотный, доходчиво объяснял суть проблемы, как их решать. Вот. Но лекции его были, скажем так, можно сказать, изумительными. Он очень хорошо выступал. В то время инфекции бушевали регулярно. За годы работы у Владислава Александровича накопился внушительный объем уникальной информации. В первую очередь, данные полевых и лабораторных исследований. Более 120 научных работ опубликовал Владислав Андронников, защитил кандидатскую диссертацию. Практическим опытом он всю свою жизнь делился на различных конференциях не только республиканского, но и всесоюзного уровня. Сергеев Тихон Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской республики, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, член Союза журналистов России. Тихон Сергеевич посвятил свою жизнь изучению вопроса школьного образования. Он автор более 500 различных трудов. Таким образом, он отдавал дань уважения людям, которые положили свою жизнь, чтобы нести просвещение в простой народ. К примеру, известная Хадарская школа, открытая Ильей Николаевичем Ульяновым. Да, до Сергеева были исторические работы, но, как отмечают его коллеги, так системно, комплексно до него никто не рассматривал. У немногих историков есть такая любовь к цифрам. У Тихона Сергеевича она есть, и он, по-моему, даже чересчур такая любовь к цифрам. Он там сколько снарядов было выпущено во время Бородинского сражения и так далее. Вот такие детали. Он больше фактолог, на мой взгляд. То есть он искал факты, опубликовал факты и вот знакомил читателей с такими фактами. Сергеева увлекали общие исследования культурных проблем, не как искусствоведа, а именно как историка. Он впервые извлек и ввел в научный оборот целый ряд интересных и уникальных документов, которые были найдены им в архивах. Факты, которые ему удалось обнаружить в архивах, легли в основу сразу нескольких музеев. Он такой подвижник, он интересный человек, не теряет никогда вот стремления к познанию нового, несмотря на его уже солидный возраст. Вот. Но, тем не менее, он с этой точки зрения может дать фору многим более молодым его коллегам. И вот представьте, они в семье выпускали стенные газеты для себя. Назывались эти газеты «Искорка». И потом даже показывали там на выставках там, юбилейных вот эти газеты. И вот они писали семейные истории, семейные новости. Сергеева Валентина Ефремовна, доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Чувашской республики, заслуженный работник Высшей школы России. Включена в энциклопедию «Выдающиеся ученые России», становилась профессором года. Валентина Ефремовна почти всю жизнь проработала на кафедре медицинской биологии и гистологии медицинского факультета Чувашского государственного университета. Ее главный и многолетний труд был посвящен исследованию иммунного состояния организма. И ей удалось первой сделать открытие, которое стало широко применяться в клинической практике. Валентина Сергеева вместе со своим учителем Диной Гордон обнаружили, идентифицировали клетки, обладающие свойствами клеток АПУТ-системы, и доказали, что они относятся к нейроэндокринной системе.
Это исследование произведено было на базе института в Москве, где проводились исследования по трансплантации сердца. И Валентине Ефремовне вместе с Диной Семеновной был выделен важный отсек оценить состояние иммунных органов после трансплантации сердца. То есть в те годы исследовалась методика трансплантации сердца, состояние организма человека после трансплантации сердца. И вот им было доверено исследовать состояние иммунной системы после трансплантации сердца. Они исследовали состояние иммунных органов на различных сроках после трансплантации сердца. И эти исследования легли в клиническую основу ведения больных после трансплантации сердца. И в результате этих исследований они опубликовали вот это фундаментальное исследование. Они показали, как выглядит центральный орган иммунитета после трансплантации сердца и какие коррекции иммунитета надо проводить после трансплантации и на каких сроках. Валентина Сергеева – автор сотни различных научных работ. Ее труды были настолько востребованы, что публиковались в том числе и за рубежом. Серия публикаций вышла в Австрии, Чехии, Израиле, Турции и Испании. Что меня всегда поражало в Валентине Ефремовне – ее работоспособность, аккуратность, исполнительность. Она всегда совмещала преподавательскую деятельность с активной общественной деятельностью. Учила уважать людей, учила уважать труд других людей. Не забывала она никогда никого с днем рождения поздравить. Тафаев Геннадий Ильич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник образования Чувашской республики. Геннадий Ильич первым в республике стал работать над историей многопартийности Чувашии и регионов Поволжья. Его задачей было показать национальные аспекты, как создавались и работали партии именно в регионах. Выпустил ряд монографий, которые посвящены в том числе и отдельным направлениям, к примеру, социал-демократическим партиям, национальным движениям. Даже опубликовал несколько хрестоматий, включающие программы политических партий и движений. В 1990 году появляются как раз первые вот эти партии, национальные движения. Вот большой вклад Геннадия Ильича заключается в том, что он показал программы этих партий, там, перипетии возникновения, деятельности. И многие, кстати, диссертационные исследования, которые сейчас выходят по проблемам многопартийности в России, они отмечают вклад Геннадия Ильича и подчеркивают какие-то общие закономерности, которые, так скажем, были характерны не только для Поволжья, Приуралья, но и вообще для других регионов России в целом. Геннадий Ильич по-настоящему любит Чувашию. И в определенный момент он обращается к истории малой родины, в частности, Волжской Болгарии. До него довольно долго эта тема не исследовалась. В 50-е годы, после публикации записок арабского путешественника и писателя, жившего в первой половине X века Ибн Фадлана, было всего несколько научных публикаций. Тафаев стал активно заниматься историей Волжской Болгарии. Он опубликовал не только большое количество научных трудов, но также занимался популяризацией этой темы. Выпускал специальные материалы с иллюстрациями. Ему принадлежит оригинальная теория происхождения чувашского народа. По его мнению, здесь основную роль как раз в этногенезе чувашей сыграли именно болгары. Не сувары, как есть другое направление, да, и так здесь, а именно болгары. И в своих трудах он очень часто полемизирует как раз с татарскими историками, считая, что вот они пытаются взять себе лавры Волжской Болгарии, хотя они, так скажем, наследники кыпчаков, и решающую роль в их этногенезе, то есть формировании народа, сыграл именно кыпчакский фактор, то есть XIV век. Эти люди своими решительными действиями навсегда вписали свои имена в историю Чувашии. За их плечами огромный опыт и большая работа над собой. Они были готовы действовать здесь и сейчас и умели добиваться результатов.